Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В стране повсеместно полным ходом идет приемная кампания в учебные заведения. Какие новые направления по специальностям появятся и какие новшества ожидать в правилах приема документов и порядка зачисления в этом году в Северо-Восточном федеральном университете? Обо всем этом мы сегодня поговорим с гостьей нашей студии Елизаветой Ильиной, ответственным секретарем Центральной приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета. Елизавета Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. В первую очередь, как идет приемная кампания в СВФУ? С начала старта приема документов у нас поступило порядка 2500 заявлений. В этом году у поступающих есть возможность подать свои документы очно и дистанционно. Для очной подачи документов необходимо подойти в приемную комиссию. Это мы находимся по адресу город Якутск, улица Кулаковского, 42, главный учебный корпус. Здесь у нас обеспечены все условия для приема документов. И для дистанционной подачи документов необходимо, у нас работает два сервиса. Это личный кабинет абитуриента на сайте СВФУ и на портале государственных услуг можно подать через суперсервис «Поступай в ВУЗ онлайн». Так, надо отметить, что в этом году абитуриент выбирает в основном дистанционный способ подачи. Вот, например, у нас за прошедшее время только 30% заявлений поступили по очной форме. То есть лично подходили абитуриенты и подавали свои документы только 30% из общего количества заявлений. Все остальные заявления были получены университетом в дистанционной форме. Это то есть через личный кабинет абитуриента и через госуслуги. И буквально в июле у нас стартует приемная кампания в магистратуру и в ординатуру. В аспирантуре у нас прием будет проводиться в сентябре, с конца августа. Елизавета Алексеевна, правильно ли я понимаю, что вот эти два формата дистанционной подачи – это новшество этого года? Так, но основным новшеством все-таки у нас является, получается, это зачисление по приоритетам. Иначе говоря, абитуриент подает только одно заявление в ВУЗ, в котором он указывает все свои выбранные направления и указывает приоритет. То есть он пишет одно заявление и в первую очередь первым приоритетом ставит ту программу, на которую он желает больше всего поступить. Вторым приоритетом он ставит ту программу, на которую он желает поступить в случае, если он не поступит на программу с первым приоритетом и так далее по убыванию. То есть если у нас раньше абитуриент подавал одно заявление на одну программу, то сейчас он пишет в ВУЗ одно заявление, в котором указывает все свои программы. А вот давайте еще остановимся подробнее на электронном способе подачи. Так, электронный способ подачи документов был повсеместно распространен в 2020 году, когда мы все жили в условиях самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Вот в том году у нас программисты Северо-Восточного федерального университета разработали сервис университета, личный кабинет абитуриента для онлайн-подачи документов. И этот способ показал свою эффективность, то есть удобство, практичность, экономичность для абитуриента, взаимодействие, то есть оперативность при взаимодействии с вузами. То есть вот вы отправляете свой скан документа, и вуз сразу получает, оператор вуза сразу получает этот документ. Так, в прошлом году, в 2022 году, был дополнительно запущен на портале государственных услуг суперсервис «Поступай в ВУЗ онлайн». И в этом году функционал суперсервиса стал более удобным. Это отмечается и абитуриентами, и вузами. Например, абитуриент открывает свой личный кабинет абитуриента, то есть свой личный кабинет на портале госуслуг или на смартфоне, или на компьютере, и у него сразу на заглавной странице открывается, то есть появляется надпись, появляется кнопка «Поступай в ВУЗ с госуслугами». Ему на выбор предлагается более 1000 вузов по России, то есть, если конкретно говоря, 1022 вуза проводят прием через суперсервис. И из этого количества вузов абитуриент выбирает 5 вузов по России. И в каждом вузе определенное количество направлений, но не более 10. Например, в нашем Северо-Восточном федеральном университете это 5 программ, то есть 5 направлений подготовки по программам бакалавриата и специалитета. Тут еще надо отметить, что через суперсервис абитуриенты могут подавать только на программы бакалавриата и специалитета. На среднее профобразование, в магистратуру, ординатуру можно подать дистанционно через сервис университета на сайте университета. Вы ранее сказали, что вот на данную дату 30% заявлений было подано очно, остальные все дистанционный формат. Как думаете, почему действительно сервис показывает свое удобство? Сервис показывает свое удобство, и абитуриентам все-таки удобно в любое время, вне зависимости от графика работы приемной кампании, приемной комиссии, им удобно подавать
Сидит человек вечером у себя за компьютером и подает свои документы. Потом он передумает и имеет право тоже все-таки выбрать другие приоритеты. И тут еще надо отметить, что в последнее время, да, вот, например, мы видим, что и в соцсетях, и в телеграм-каналах, то есть у нас получается и на электронную почту поступают вопросы, в основном в нерабочее время. Абитуриенты начинают активизироваться практически после 8 вечера. После 8, иногда бывает и в 2 часа ночи пишут абитуриенты, как мне поступить, что мне сделать. То есть и вам, и абитуриентам облегчили работу. Ага. А какие в этом году будут предоставлены льготы, в том числе для детей-участников специальной военной операции? Так, еще с прошлого года для приема детей, участников специальной военной операции, были определены бюджетные места. Это количество мест определяется как 10% от общего количества бюджетных мест по каждой программе. Например, мы видим, да, вот, что на лечебное дело 150 бюджетных мест, из них 10%, то есть 15 мест отводится для приема в рамках отдельной квоты. И вот буквально на днях у нас был принят федеральный закон 264 ФЗ, согласно которому расширены категории лиц, которые имеют право поступать в рамках отдельной квоты. Это в первую очередь герои России, лица, награжденные 3 орденами мужества. Это сейчас уже сами участники специальной военной операции и их дети. И при поступлении на медицинские и фармацевтические специальности это дети медработников, которые умерли в результате инфицирования коронавирусной инфекцией при исполнении ими трудовых обязанностей. Все эти обозначенные категории имеют право поступать без результатов ЕГЭ, они имеют право поступать, отдельные категории, да, или без проведения вступительных испытаний, или по результатам экзаменов, которые проводятся в ВУЗе самостоятельно. Елизавета Алексеевна, вы затронули медицинские направления в СВФУ. Они традиционно одни из самых популярных, наряду с экономикой, наряду с физико-техническими специальностями. Как в этом году дела обстоят? Какой топ-3? Так, самые популярные, да, вот как показывает вообще в целом общероссийская статистика первой недели приемной кампании, лидирует, вот как уже отметили, это специальность лечебное дело. И мы тоже не отстаем, у нас эта же картина повторяется. И получается, что лидирует у нас тоже специальность лечебное дело. Далее у нас идет информатика и вычислительная техника, педиатрия, стоматология, фундаментальная информатика, информационные технологии, прикладная информатика. То есть вот здесь тоже отмечаем, да, что у нас повторяется картина прошлых лет, последних лет, что у нас лидирует в основном медицинские специальности и специальности в IT-сфере. И что касается, например, у нас также есть среднее профобразование. По среднему профобразованию у нас 345 бюджетных мест, это очень много. В основном это у нас IT-сфера, строительство и сестринское дело. И среди этих программ у нас тоже лидируют информационные системы и программирование в колледже информационных технологий, сестринское дело. У нас идет подготовка с прошлого года, есть бюджетные места в медицинском институте. И также у нас идет, всегда отмечается высокий конкурс в юридическом колледже по специальности юриспруденции. Давайте продолжим тему среднего специального образования, профессионального образования. Как проходит процесс поступления уже в высшее учебное заведение после окончания СПО? Так, абитуриенты с дипломом среднего профобразования у нас составляют основной костяк при поступлении на технические специальности. Они у нас имеют право поступать на все программы университета по результатам экзаменов, которые сдаются в ВУЗе. Эти экзамены, в перечень этих экзаменов входит русский язык, он обязательный для всех. Остальные 2 экзамена, это у нас получается экзамены, которые имеют профессиональную направленность. Например, вот для поступления в медицинский институт, помимо русского языка, абитуриент сдает анатомию и физиологию. При поступлении в педагогический институт, например, он дополнительно сдает основы педагогики и профессиональные испытания. И в инженерно-технический институт основы строительства и проходит еще собеседование профильной направленности. Тут надо немножко поторопиться таким абитуриентам, потому что так как они проходят вступительные испытания, так как они сдают экзамены в ВУЗе, у нас экзамен уже начинается 16 июля, и примерно 10 дней отводится на проведение, на сдачу экзаменов. Поэтому таким абитуриентам необходимо ускориться, подать свои документы или через дистанционно
то есть через личный кабинет абитуриента. Оператор единого окна им сразу ставит дату экзаменов, то есть абитуриент сам себя видит, когда у него экзамен, и подходит во время к экзамену. И, то есть сначала подходит на консультацию, потом подходит на экзамен и сдает экзамены. Елизавета Алексеевна, когда станут все-таки известны итоги? Когда вот уже с абитуриентов это напряжение спадет? Так, на бакалавриате специалитет первые приказы о зачислении будут выходить 29-30 июля. Здесь у нас будут зачислены лица, которые имеют право поступать без вступительных испытаний. Это у нас в основном так называемые олимпиадники, призеры и победители олимпиад школьников, которые поступают без вступительных испытаний. И 29-30 июля также будут изданы приказы о поступлении в рамках особой квоты, отдельной квоты и целевой квоты. Приказы по общему конкурсу будут изданы 4-9 августа. Здесь, то есть с 4 по 9 августа у нас будут изданы приказы о зачислении на места в рамках общего конкурса. Результаты смотрим на сайте СФУ, в главном учебном корпусе и... В личном кабинете. Да, в личном кабинете. Все это сразу отражается, что он зачислен таким-то приказом. А вторая волна подачи документов будет? Так, ну, здесь надо отметить, что после 9 августа, вот когда у нас будут изданы все приказы о зачислении на бюджетные места, в случае, если останутся вакантные бюджетные места, у нас объявляется дополнительный набор. Как правило, сроки здесь очень емкие, потому что издать надо все приказы до 1 сентября, то есть все надо успеть провести приемную кампанию, поэтому бывают сроки очень емкие, то есть буквально несколько дней для приема документов, для проведения вступительных испытаний тоже несколько дней. И так далее. Елизавета Алексеевна, ну, в заключение я предлагаю что-то пожелать нашим абитуриентам, возможно, даже тем, кто в ближайшее время станет студентом Северо-Восточного федерального университета. Так, ну, нашим абитуриентам я желаю удачи, я желаю, чтобы они ответственно отнеслись к выбору своих программ, чтобы они и к выбору своих приоритетов, чтобы при заполнении они вот точно указали, на какие программы и с каким приоритетом они желают поступить. Чтобы они приходили к вам и уже знали, кем они будут в будущем. Да. Елизавета Алексеевна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!